Здравствуйте, дорогие ребята! Добро пожаловать на очередной урок русского языка. Тема нашего урока сегодня – «Я – личность». Сегодня на уроке вы выскажете оценочные суждения о прослушанном и прочитанном материале, используя выражение «я предполагаю», «мне кажется». Напишите связанное предложение по данной теме и создадите постер. Будете использовать сложные предложения с союзами «и», «а», «но» по предложенным моделям. В начале урока я предлагаю вам сыграть в игру «Ассоциации». Подберите, ребята, ассоциации к слову «личность». Проверьте себя, ребята. У меня слово «личность» ассоциируется с такими понятиями, как человек, характер, писатель, ученый, артист, борец, учитель, президент. Совпали ли наши ассоциации, ребята? Я думаю, многие из них – да. Ведь личность – это человек, который имеет свое мнение, свой характер, высказывает свои суждения, совершает хорошие и добрые поступки. Давайте сейчас мы с вами дополним наши ассоциации рисунками, то есть портретами, и получим постер. Подумайте, ребята, кого из известных и выдающихся личностей, о которых мы с вами говорили на предыдущих уроках, можно внести в данный постер. Проверьте себя. Писатели, ребята, конечно же, мы с вами познакомились с двумя писателями. Это Александр Сергеевич Пушкин и Великий Абай. Ученые – это Каныш Сатпаев и Михаил Ломоносов. Артист – это, конечно же, несравненная Бибигуль Тулегенова. Борец – это Кажимукан Мунайтпасов. Учитель, самый первый учитель казахской степи – это Ибрай Алтынсарин. Ну и президент, о котором мы говорили, это наш первый президент Нурсултан Назарбаев. Молодцы, ребята! Я думаю, вы все справились с этим заданием. Посмотрите, какой замечательный постер у нас получился. Сегодня, ребята, мы с вами познакомимся с замечательным произведением Ибрая Алтынсарина «Золотой орех». Предположите, в каком значении использовано слово «золотой» в данном рассказе «Золотой орех». Высказывая свои предположения, используйте выражение «я предполагаю», «мне кажется». Проверьте себя. У меня получились вот такие предложения. Я предполагаю, что золотой орех – это значит орех, сделанный из золота. Мне кажется, что золотой орех означает вкусный, спелый орех. А у вас какие предположения? Давайте проверим, верны ли они. Перед большим праздником, чтобы обрадовать своих детей, отец принес домой орехи. Самая младшая дочка Леночка, увидев среди принесенных орехов позолоченные, стала настойчиво просить, чтобы ей дали именно эти орехи. «Орехи эти сделаны лишь для красоты, возьми другие», – сказала мама. Леночка начала плакать. «Я не возьму черные орехи. Дай мне орехи с золотой скорлупой. Зерна в них должны быть вкуснее, чем в других». Мать дала ей орехи с позолоченной скорлупой, а остальным раздала оставшиеся. Леночка обрадовалась и тут же принялась разбивать свои орехи. Но ни в одном из них не нашла ядра. Достались ей лишь пустые скорлупки. Сидящие рядом дети стали смеяться над ней. Тогда отец сказал: «Эти орехи не для еды, сделаны они для украшения. Я взял пустые скорлупки орехов и покрасил их золотой краской. В другой раз о вещах не суди по их наружному виду.
Ценность вещи заключается в ее содержании. Совпали ли наши предположения, ребята? Посмотрите. Отец сказал в другой раз: о вещах не суди по их внешнему виду. Ценность вещи заключается в ее содержании. Так о каких орехах шла речь? О спелых и вкусных, сделанных из золота? Нет, ребята, конечно же, речь шла о позолоченных орехах, покрашенных золотой краской. А сейчас я предлагаю вам ответить на вопросы по содержанию этого рассказа. Что вы можете сказать о поведении дочки? Она была. Какой, ребята? Выберите один правильный вариант ответа. Верно, ребята, она была очень капризной. Следующий вопрос. Для чего были сделаны золотые орехи? Конечно же, для красоты. Следующий вопрос. Чему научила эта история девочку? Подумайте. Конечно же, Леночка научилась прислушиваться к советам старших. Как вы понимаете выражение «ценность вещи» заключается в ее содержании? Подберите подходящую пословицу. Подумайте. Снаружи красота, внутри пустота. А сейчас внимательно послушайте 15-е слово назидания Абая. Между умными и глупыми людьми разница. Умный человек интересуется достойными, серьезными делами, а глупый человек тратит время на пустые, бессмысленные затеи. Хочешь быть в числе умных людей? Спрашивай себя раз в день, раз в неделю или хотя бы раз в месяц, как ты живешь, что ты сделал хорошего. А сейчас ответьте на вопросы. На какие качества человека обращает наше внимание Абай? Верно, ребята, он обращает наше внимание на умных и глупых людей. Какой совет дает Абай, чтобы быть в числе умных? Верно, ребята, каждый из нас должен трудиться. А также нужно уметь себя спрашивать раз в день, раз в неделю или хотя бы раз в месяц, что ты сделал хорошего. Чтобы стать личностью, обязательно ли выполнять эти советы? Я думаю, многие из вас, ребята, согласятся, что да, обязательно. Ведь именно мудрость наших предков, наших великих людей поможет каждому из нас стать личностью. И последний вопрос. Можно ли высказывание «не суди о вещах по их внешнему виду», ценность вещи заключается в ее содержании, отнести к понятию личности? Да, ребята, конечно. Ведь в первую очередь мы всегда должны смотреть на то, что внутри, а не снаружи. А сейчас вам нужно выполнить следующее задание. Запишите сложное предложение, используя союзы «и», «а», «но». Составьте схемы к этим предложениям. Опирайтесь на содержание 15-го слова назидания Абая. Проверьте себя, ребята. У меня получилось вот такое предложение. Умный человек интересуется достойными, серьезными делами, а глупый человек тратит время на пустые, бессмысленные затеи. И вот такая схема к этому предложению. Это сложное предложение с союзом «а». А у вас какие получились предложения? Я думаю, не менее интересные. Молодцы, ребята! Сегодня на уроке вы высказывали оценочные суждения о прочитанном материале, используя выражение «я предполагаю», «мне кажется».
Писали связанные предложения по данной теме и создавали постер. Использовали сложные предложения союзами «и», «а», «но» по предложенным моделям. Вы, ребята, большие молодцы! А на сегодня наш урок подошел к концу. До свидания!